Ассаламу алейкум, Маквай, Вердикаевич. Доброе утро, дорогие друзья. Проект Даймок онлайн продолжает свою работу. Все так же поступают звонки на горячую линию. Все так же не на все, далеко не на все мы успеваем реагировать. Я далеко не на все успеваю реагировать. Примерно от 30 до 50%, может быть, успеваю. Вот. Но видео я делаю в последнее время очень редко. А это очень плохо для канала. Чтобы канал нормально работал, чтобы развивался, нужно хотя бы 2 видео в неделю делать. Поэтому для того, чтобы канал, скажем так, не осел, не испортился, буду стараться потихоньку выкладывать видео на разные темы, рассказывать разные случаи наши. Вот буквально несколько дней назад ночью позвонил мой товарищ Апти Садыков, который принимает звонки по горячей линии, и сообщил, что звонит один парень, звали его Эйлбек, которого задержали на посту, это было ночью, которого задержали на посту с недавно приобретенной машиной на посту в Тамбове. И получилось так, что у него изымали номера. Он не знал, как ему себя вести, что делать в этой ситуации. Он считал, что номера у него изымать не имеют права. Ну, вот таким образом он к нам позвонил. Я с парнем созвонился, уточнил, в чем вопрос. Оказалось, что 4 дня назад он купил эту машину в Санкт-Петербурге, и они с отцом возвращались домой. И, в общем, когда они доехали до Тамбова, на одном из постов их остановили, когда начали проверять. В общем, сказали, что номера подали в утиль, и им нужно эти номера изъять. Выяснив подробности, выяснив ситуацию, я здесь дома уже в Грозном позвонил знакомым сотрудникам ДПС, спросил, как надо действовать в такой ситуации. Они сказали, что да, если подали, сказали, что часто бывают ситуации. Вот сейчас я говорю для тех, кто покупает, приобретает машины. Сотрудник ДПС, знакомый, сказал, что часто бывают ситуации, когда люди покупают машины, будь то в салонах, будь то с рук. Люди, которые машины продают, они там дают несколько дней и потом ставят на эти номера, на свой автомобиль, или отказ там в дальнейшей регистрации, или на эти номера, пока этот автомобиль находится на их имени. Или же подают в утиль эти номера. В результате всего 4 дня прошло, хотя обычно принято, говорят, давать 10 дней. Но всего 4 дня прошло, человек, который продал автомобиль, подал эти номера в утиль, и, соответственно, машину задержали. Я спросил у сотрудника ДПС, знакомого, что нужно делать. Он сказал, что они никак не должны спорить с сотрудниками ДПС, что они имеют право изъять эти номера, даже обязаны это делать. И я перезвонил, и этот парень может спокойно, с протоколом, который они выдали, он может спокойно доехать до дома. И здесь уже на месте получить себе новые номера на эту машину. Вот, я перезвонил парню, объяснил ситуацию, объяснил, что не надо спорить с сотрудниками, что они имеют право эти номера изъять. Но он при этом сказал, что у них, ну, скажем так, некие конфликтные ситуации там возникли. Сказал, что двое из сотрудников вели себя не очень, скажем, уважительно, вот, агрессивно себя вели. И он позвонил по одному номеру 112. Я, честно говоря, впервые про этот номер слышал. Он сказал, что позвонил по номеру 112. Это оказался номер экстренных служб. Он сообщил, ну, примерно то же самое, что 911, про который мы хорошо знаем по фильмам. 911 в Америке. В России, оказывается, есть там номер 112. Я об этом до сих пор не знал. Вот, он позвонил, сказал, что вот так его остановили, что не совсем себя корректно ведут сотрудники полиции, и попросил как бы помощи, попросил разобраться.
туда приехали какие-то службы, с его слов уже, приехали какие-то службы, уже начали разговаривать с этими сотрудниками. Как только вот эти службы приехали, он говорит, я не знаю, что это было. Как только приехали эти службы, он говорит, сразу сотрудники начали вести себя очень адекватно, очень корректно. При всем при этом к нему подошли и сказали, ну зачем ты так, зачем ты их позвал, мы бы тебя и так отпустили, мы тебе ничего плохого сказать не хотели, там, и все такое. В общем, номер 112, когда он набрал, номер сработал довольно-таки сильно. Я созванивался потом с парнем, он благополучно вернулся домой, с ним все в порядке. И, в общем, такой совет. Если вы купили машину, то договаривайтесь с хозяином автомобиля, который вам машину продает, чтобы дал вам время доехать до дома, чтобы не подавал эти номера в утиль, во-первых. Во-вторых, если все-таки человек поспешил и подал номера в утиль, или вы не успели выехать, задержались, по дороге вас остановили, тогда получается, что сотрудники полиции должны, сотрудники ДПС должны эти номера у вас изъять, не обязаны это сделать. Они должны вам дать протокол, по которому вы без номеров уже можете доехать домой и здесь на месте уже оформить себе новые номера. Спорить, ругаться ни с кем не надо. При этом, вот я сказал парню, он мне пересылал некоторые видео с их там разговора, он снимал их во время разговора. Парень очень правильно поступил, он говорит, меня пытались спровоцировать, всячески пытались спровоцировать. Вот во всей этой ситуации, если бы он дал себя спровоцировать, если бы он оскорбил кого-то или толкнул, не дай бог ударил, тогда сразу ситуация поменялась бы кардинально. Он тогда стал бы виноватым уже по всей совсем другой статье, и ситуация пошла бы совсем по другому сценарию. Так что в Тамбове это было. Так что вот такая вот маленькая история. Я это рассказываю для того, чтобы... Мне нужно часто видео делать для того, чтобы канал, скажем так, не слабел, поэтому хочу того или нет, мне надо видео делать, рассказывать про всякие ситуации, которые у нас возникают, и не только. Далее, это был Масейра Адикюэль. Салам, дельчак, Масейр. Ва алейкум ассалам, ассалам алейкум.